Трудовая и научная деятельность Дашлыко Духовича Мальсагова заключала награду в самой себе. Действовать, создавать, вступать в борьбу с обстоятельствами, побеждать их или чувствовать себя побежденным – вот вся его радость в жизни. Рассказывать о его достижениях можно долго, но хотелось бы остановиться на тех моментах его жизни, когда Дашлыко был одним из видных деятелей народного просвещения Чечено-Ингушской АСР. Находясь на педагогической работе, он воспитал многих талантливых педагогов, ученых, писателей. Он так любил наш народ, он так хотел, чтобы мы, студенты, которые обучаемся там, стали настоящими подвижниками своего народа, что вот если бы он сегодня увидел, что у ингушей есть своя республика, не в составе где-то чего-то, как добавок, довесок, что у нее есть свой университет, и именно свой ингушский университет, работающий на свою родную республику, что возродился не в составе ЧАСР, а именно свой научно-исследовательский институт. И вообще, вот если бы он увидел сегодняшнее положение дел нашей Ингушетии, для него это было бы, наверное, самым большим подарком, воплощением всех его радужных мечтаний и надежд. Большое значение придавал Дашлыко Мальсагов вопросам изучения фольклора, искусства и литературы своего народа, ознакомлению с ним широких слоев трудящихся. В его научных изысканиях получили глубокое освещение многие актуальные вопросы фонетики, морфологии, синтаксиса ингушского языка. Дашлыко Духович, он прошел тот путь ученого, который, как обычно, ученый проходит, начиная от ассистента и заканчивая профессором, в качестве профессора. Он работал в Горском педагогическом институте, работал ассистентом на кафедре языкознаний и читал лекции по-русскому и на русском, по-русскому, по-чеченскому и по ингушскому языку. Дашлыко Духович родился в 1891 году. Его не стало в 1966 году. Патриоту, достойному сыну ингушского народа, сегодня исполнилось бы 120 лет. Без ложной скромности можно сказать, его труды взошли в ярких именах: Салмана Азиева, Джамалдина Яндиева, Хамзата Асмиева, Али Хамхоева, Ибрагима Дахкильгова и многих других. Французский философ Клод Андриан Гельвеци писал: «Великий ум острее чувствует красоту, чем недостатки». Так и Дашлыко Духович чувствовал красоту своего народа, своей земли, всем своим существованием. Марина Зортова, Ибрагим Асканов, Вести, Ингушетия.